А все-таки они разные. Вот это вот та, что Дима подарил мне, Глоксиния. А вот это та, которую я себе покупала 2 года назад. Они все-таки разные. Просто они одного цвета, но они разные. Так, ну а это та, которую мне подарил Артем. Повыкладывала я еще свои помидоры. Смотрите, сколько их. Смотрите, сколько их. Смотрите, сколько их. И здесь еще вот столько. Знаете, что шумит? Сейчас покажу. Вот что шумит 24 августа 2026 года. Дима не нашел большего способа, как покормить котов. Насыпал им корма прямо на плитку. Спешил на работу, и чтобы мне поменьше работы, мне чтобы осталось на утро, чтобы у меня была возможность отдохнуть. Покормил котов таким образом. Ой, чудо, чудо. Как тут мои цветочки расцветают? Расцветают. Хорошо. Вот цини. Красивенько. Буду их на семена оставлять. Эти цини. Целгозия немножко подрастает. И тут вот цини расцветают. О. А наперстяночка так одна и цветет. Но она тут уже семян навязала. Но эти, наверное, уже в следующем году, я так понимаю, расцветут. Была очень большая ошибка посадить гладиолусы в горшок. Не понравилось им в горшке. Вот там у меня растут гладиолусы. И это, кстати, покупные луковицы. А те, которые были у меня луковицы, я их посадила в землю. Они выглядят там намного получше, покрасивее. О, даже расцветет один. Даже выпустил стрелочку. Надо будет только подвязать их немножко. Вот. Так, фиалочки еще. Ну-ка. Красивенько. Смотрите, как красиво, да? Вообще супер. Как хорошо, что они здесь насеялись. И вон и агератум тоже. Это самосейка агератум. Плюс 10 я посмотрела. Плюс 10. Так, когда я там вчера или позавчера немножко огурцов собирал. Тут еще чуть-чуть кое-что есть. Кое-что. Баклажаны. Баклажаны еще вон завязываются. Представляете? Лето иссякает, а баклажаны завязываются. Астрочка уже распустилась. Астрочка уже распустилась. Меня смущает моя гортензия Limelight. Почему ее лепестки становятся... А, нет, не розовато. С другой стороны, но все равно такое чувство, как будто бы на них розоватый оттенок. Но я ее покупала как Limelight. Она должна вообще-то становиться такого более салатовенького цвета. Так, откроем теплицу. Помидорки еще стоят, зелененькие, фокус-покус, мохнатый. Волосатый помидор. Волосатый помидор. Все, открываем теплицу. Сейчас зайдем и глянем, что там в теплице. Ой, закрыто. Что у нас? Что у нас тут теплицы? Смотрите, красавица начала зреть. Начала зреть красавица в теплице. Ну, сколько? Ну, грамм по 300, наверное. 250-300. О, и Homestead. Начал зреть Homestead. Он... щечка его. Щечка его ржавеет. Ружавеет его щечка. Вот. Тут трошки я чуть повредила. Ну, вот повыше на нем, да? Повыше на нем как бы и нету кисточек. Ну, нет, вообще вот здесь вот есть, но они, походу, не завязались. Или, может, если бы я сняла вот эту, то, может, оно бы еще что-то завязалось, а так, как бы это, ну, я вот решила оставить, да. Потом вчера попробовала, ох, какой сидит. Я как захожу в теплицу, я все время в паутину запутываюсь головой.
Вот там вот оранжевый слон, там еще один апельсин, один помидор остался на оранжевом слоне. Вон там он висит, оранжевенький, да. Но на вкус я его попробовала, то мне он как-то не очень. А вот на той стороне, вот там вот висит на стволике один зелененький помидор, и там было 3 малиновых. Слушайте, какой он вкуснючий! Но на нем только 3 помидора было, и там вверху он вообще заболел. Вот, но он такой вкусный, такой сладкий. А потом, знаете, еще что? Вот сразу я говорила, что меня черный принц не впечатлил, а потом я попробовала треснувший помидор, разрезала, и оказалось, он такой тоже сладкий был. То есть он меня впечатлил потом. Он меня впечатлил потом. Вот как-то так, дорогие мои друзья. Как-то так. Ну что тут у Флоренции? У Флоренции все в порядке. Ой, опять куда-то влезла в какую-то паутину. Сердечки орлиные тоже спеют. Они такие малиновые. Как бы хорошие. У меня, по-моему, еще остались семена этого сорта. И там вот еще какое-то тоже, наверное, оно же... А, вот эти малиновые, может быть, они будут такие же, как там. А может, это или сахарная молния, или что. Еще один помидор у меня спеет такой, который, ну, такого... Может быть, это микадо шоколадный. О, кстати, ой, сейчас. Да, это будет микадо шоколадный, точно. И вот я все ждала, когда он там поспеет, да, и там думаю, а может и нет. А может и нет, тут выглядит как-то по-другому. Тут более красный выглядит, но с черным. Тут какой-то тоже помидор, не знаю. Ну, у меня же тогда, вы помните... Ой, сломался, сорвался. Помните, что помидоры сразу не повсходило 16 сортов, а потом они всходили где хотели. В других помидорах, в перцах, в баклажанах после пикировки. Поэтому много сортов я не знаю, кто они есть на самом деле. Пускай лежит здесь. В общем, пускай вот здесь растут. Ну, в любом случае, слава богу за урожай, потому что урожай хороший помидоров в этом году у меня. И вот есть красавцы, которые меня упечатлили очень хорошо, по крайней мере, своими размерами. Друзья мои, всем привет, всем привет! Я всех вас рада приветствовать на своем канале Пучкова Людмила «Жизнь в Беловежской пуще». Ну что, в общем, была я вчера на МРТ. Ну, что показала МРТ? Друзья мои, ничего не могу вам сказать по этому поводу, потому что результаты... В общем, когда меня выпустили из этого кабинета, сказали, что результаты будут в течение 2 часов. Выпустили меня из кабинета почти в 3 часа дня. В 16:30 у меня автобус назад. И мне еще нужно добраться до автовокзала. Поэтому я не стала ждать. Вот, я говорю, что может ли кто-то другой забрать. Сказали, да, или с вашим паспортом, или с вашей, с копией паспорта, или с фотографией хотя бы вашего паспорта забрать кто-то другой результаты может в любое удобное для вас время. На прием мне к хирургу в среду, а сегодня понедельник, завтра вторник, завтра у Димы выходной, и он поедет и заберет мои результаты. Ну, потому что мне второй раз ехать, это, конечно, очень проблематично. Я за вчерашний день тоже так находилась. Ну, находилась так, что у меня, в общем-то, болит. Болит и болит до сих пор. А учитывая то, что мне, ну, еще сказали, что когда звонили в субботу, спрашивали, или точно я буду, и сказали, что перед процедурой ничем не мазать. То есть я с утра никаким гелем обезболивающим ничем не мазала. И я совершенно не продумала про то, что можно было бы хотя бы сделать укол, чтобы было хотя бы не так больно. Но вообще у меня это вылетело из головы, понимаете? Абсолютно. Я про укол не подумала совершенно. Ну, уже как есть, так есть. Так, в общем, вчера я уже не записывала, потому что приехала я уставшая, но работы еще было, потому что вчера был Дима на работе целый день. Я уехала утром, как бы меня подвезли до... Большое, огромное спасибо моей соседке и моей бывшей начальнице. Она подвезла меня и утром, и вечером она тоже меня забрала. Вот.
Так что хотя бы до Каменюк, ну, как бы, потому что, во-первых, Игорь Борисович был на работе в смену с утра, он бы и не смог за мной приехать по времени, вот. И, во-вторых, когда мы уже возвращались вот из Каменца в прошлый раз, да, и вот начало стучать что-то в машине, а там есть некоторые моменты, и нужен ремонт, и как бы, но пока нет возможности, куда на этот ремонт как бы записаться, там, или очередь, или в отпуске эти ремонтники. Ну, в общем, вот так вот. Да, машина-то не старая, как Ирина написала, старая машина. Нет, машина не старая. Машина куплена, в принципе, там, ну, сколько, может, лет 5, наверное, или 7 назад. Вот, и она сама по себе как бы не старая. Я не скажу, какого она там года выпуска, но езда по вот таким дорогам. Да, это, может быть, конечно, не такие дороги, в которых вязнет все время что-то, но это дорога, которая как стиральная доска. Она, так, ну, она то есть, да, песчаные дороги, они есть разные, они бывают разные. Есть, в которых грузнешь, а есть, по которым просто едешь и бьешь машину. Вот наша такая, по которой она вроде на вид хорошая, но по ней, когда едешь, то бьешь машину. А пока везешь молоко в банке, то молоко может сбиться чуть ли не в масло. Вот. Хотя, на первый взгляд, она может показаться, что очень даже такая хорошенькая дорога. Но мы надеемся, что, может быть, вот в следующем году или, может, через год все таки тут, прокатают нам, что-то сделают, что-то улучшат. Вот. Мы на это все очень надеемся, но будет что-то или не будет, это очень-очень неизвестно. Вот. Но пока нас не было дома, то, конечно, вчера Артём был на хозяйстве, он и днём приходил. Ну, вот утром Дима всех покормил, пока я завтрак приготовила и Диму на работу собрала, обед с собой ему положила. А уже в 12 часов Артём пришел, тут тоже птицу проверил, с графом погулял, мне позвонил, отчитался и в "Вайбере" отчитал. Но он написал в "Вайбере", а потом посмотрел, что я не прочитала, и он мне позвонил, отчитался, все. Вот, а потом я ему уже написала вечером, когда я ехала назад, что я буду в такое-то время, что надо сделать вечером. Вот, и говорю: "Ну, придешь, там и голубики немножко собрать". И говорю: "И придешь, будем с тобой ужин готовить". Ну, мы, в общем, как приехала, я даже толком и не отдыхала. Я сразу намазала ногу, поменяла наколенник на эластичный бинт и говорю: "Пошли". Немножко я купила вчера груши такие, я уже не пойду на кухню, чтобы лишний раз опять не швендаться туда-сюда, вот, не ходить с этим коленом. Уже села, то уже с вами поговорю. В общем, такие большие груши. Я там шла как раз на троллейбус. А то добавила еще 4 груши. У меня, в общем, там еще один вид варенья варится. Слива, яблоко и груша. Вот. Ну, вот такое кисленькое такое. Знаете, у меня бабушка, мамина мама, она всегда варила такое варенье яблоко и слива для ковришки. И вот у нее, ну, всегда, ну, такая была ковришка, просто, ну, просто пальчики оближешь, да. И я вот решила сделать такое, но потом я решила туда еще грушу добавить, то есть усовершенствовать. Вот. И кусочек потом из этого варенья я достала, яблоко. В общем, я закипятила то, что у меня уже прокипячённое было там несколько раз. И туда добавила грушу. Еще вот оно прокипело, и все выключила. Потом еще я вечером включала. Нет, не включала. Утром сегодня еще включала на несколько минут, чтобы прокипело. Но я вечером, ну, знаете что, ну, я не могу. Я хожу мимо этого варенья, оно так пахнет, оно такое ароматное. Яблочное ароматное, сливовое, оно всегда очень ароматное. Варенье из алычи, из слив, оно всегда сумасшедший аромат имеет. А представьте, яблоко вместе с сливой, оно так пахнет. Я думаю, надо хоть кусочек попробовать. И, в общем, я этот кусочек яблока взяла, а яблоко я туда какое добавляла? Каштелю, по-моему. Там, если было пару кислых яблок, то это всего пару яблок, а так в основном каштелю. И вот мне попался вот кусочек вот этой вот каштели сладкой, да, вот этом вот кисленьком сливовом вот этом вот джемике. Боже мой, какая вкуснота! Ну это же вообще, это ж, что-то такое неописуемое. Пища богов, ну, на самом деле. Вот. Ну, в общем-то, вот так. Так что у меня еще такой вот вид варенья варится: слива, яблоко и груша. А уже груша, учитывая то, что она еще там только один раз приваривалась, то я ее пока не пробовала. Но сама по себе груша сладкая. И я на все то, что там есть, я только 1 килограмм сахара добавляла, то я даже не знаю, надо ли еще туда сахара добавлять или нет. Думаю, может, пускай кисленькое такое будет.
Вот. То, в общем, я приехала, вот намазала я свое колено, переодела я бинт, и пошли мы, говорю, пошли накопаем картошечки. То Артём вилами копал, я там ему немножко помогала собирать. В общем, накопали картошки, хотя там еще капуста с позавчера оставалась. Но я говорю, картошка, капуста, салат из помидоров, там еще шкварочек на зажарочку до картошки на ужин. Вот. И, в общем-то, поужинали так достаточно сытно, хорошо. Кому молоко, кому кефир, кому что. Вот. Ну и плюс Артём сегодня уехал. Он уехал к маме. Мама его работает не в Беларуси, она приезжает достаточно редко. Ну как редко? Ну, приезжает, ну, как бы не намного, ненадолго, и он с ней видится редко. Он с ней видится редко, и вот он поехал сегодня к маме, в Гродненскую область, и вечером они сегодня едут в Гомельскую область, туда, как он сказал, на кладбище, где мамины родители, то есть на мамину родину они едут. Вот, поэтому он с мамой и сестрой поедет, сказал. Так что он, ну, в путешествие отправился. Он сейчас в отпуске, отправился в такое небольшое путешествие на 3 дня. Он как-то хотел, говорит, я в отпуске хочу съездить, может, в Беларуси, в какой-нибудь город, в котором я никогда не был, или еще куда-то. А потом вот уже мама ему позвонила, сказала, что, может, ты с нами поедешь, то они поехали. Я говорю: "Давай, говорю, тебе ж надо с собой в дорогу хоть что-то, ну, там такого что-то типа котлет, типа там курицы какой-то". Я, если честно, утром ничего я не доставала, не размораживала. Вечером уже я пока приехала, это 6:30, уже и ужин туда-сюда, и как бы ему тоже надо приготовить все по-быстрому, потому что он уже в 6 утра уезжает. То, в общем, я такой говорю: "Давай хотя бы блинов нажарим и пирог я испеку с яблоками". Послала его пару коштейлек найти под яблони. Он говорит: "Так они же зеленые". Я говорю: "Ну, так это сорт такой, они сами по себе зеленые, но сладкие". То вот вчера испекла я пирог. В общем, накопали мы картошки. Сразу я начала чистить картошку. Он говорит: "А чё вы меня не п вы, говорит, наверное, и не устали, раз вы не поручили мне чистить картошку". В общем, потом ему надо было сбегать в общагу. Он сбегал, пришел. Я говорю: "На тебе картошку чисти, а я пойду пирог замешивать". То, в общем, пирог я вот вам покажу, друзья мои. Вот такая шарлотка, которая, может, не очень шарлотка, с яблоками, с абрикосами. И знаете что? В тесто я, с некоторых пор вот в это тесто. Ну, я, во-первых, тесто делала на майонезе, не сметана, не бисквитное, а такое, как кекс на майонезе. Вот. Мука, яйца, сахар. Я отрезала не для того, чтобы позавтракать, я отрезала для того, чтобы вам показать. Я, конечно, и съем кусочек этого пирога, во-первых, попробовать, да, какой. Но он, конечно, он сумасшедший ароматный, и он будет очень вкусный. Сахара я сюда добавлять старалась, ну, немного. Как бы уже когда я пеку так, что чисто мне покушать, то, конечно, это сахарозаменитель. Но когда это будут кушать другие, то тогда я добавляю сахар. Я попробую это в качестве десерта после основного приема пищи, после того, как поем нормальной какой-то еды. Потому что, ну, это все-таки быстрые углеводы, да. Вот. Но вообще здесь в составе есть творог. Творог, друзья, да. Я стала в это тесто добавлять творог. И он сам по себе такой достаточно, ну, мягенький, он ароматный, и он получается у меня такой очень нежный по текстуре. В общем, взбиваю простым миксером яйца с сахаром и добавляю туда майонеза, сколько-то я там добавила, может, 150 грамм примерно. И добавила туда 300 грамм творога. Ну, яиц я брала, у меня большой противень, стеклянный, то яиц я брала, конечно, 6 штук. Ну, то есть как на двойную порцию, да. Вот. Я вам хочу сказать, что мне очень понравилось добавлять творог. Я однажды попробовала, у меня был творог, самодельный, который он немножко долговато простоял, и как бы так его, он был нормальный, как бы и на вид, и на вкус, но вот так вот просто его поесть там со сметанкой что то я не рискнула. Я его тогда добавила в выпечку. Я посмотрела, что это хорошо. Вот, и вот я теперь добавляю творог. То есть тут составляющая белка тоже имеется, да.
Вот, но все-таки его лучше как десерт. Небольшой кусочек там, то есть от этого кусочка еще его разделить на 4 раза примерно, да, и как десерт, как такое небольшое лакомство с чайком, с кофейком, но это как лично для меня, для моего питания. Вот. А уже тем, кому можно, тому уже как бы можно. Вот. То, в общем, как пошла я заниматься тем пирогом, тут Артём сидел, чистил картошку, тут фильм я включила, который позавчера еще смотрелся, не досмотрелся, думала, досмотрю. А я как пошла на кухню заниматься, так Дима пришел, а я еще на кухне была, пока тоже там то одно, то другое, то с пирогом, то блинов замесила, напекла. Говорю, чтобы тебе хотя бы в дороге, ну, утром где-то захочешь покушать, хоть блина какого. Говорю, давай маме, говорю, помидоров положу, то не захотел. Ну, вот голубики он собрал, то положила немножко голубики с собой на гостинец. Ну, в общем, вот так. В общем, вот так. Так что Артём у нас дня на 3 уехал. Дня на 3 уехал. Ну, или в среду вечером, или в четверг он вернется. Так, что еще по поводу моей вчерашней поездки хотела вам рассказать. Я вчера чуть в такой просак не попала. Это что-то с чем-то. Я же ведь всегда езжу, ну, туда, в Новомет, на 101-м троллейбусе. Знаете что, я тут достала лак для ногтей, и я хочу немножко, ну, прозрачное покрытие. Хочу покрыть ногти, потому что, ну, как-то они тогда получше. Они не слоятся. Я на маникюры не хожу, я сама себе специалист по поводу маникюров, педикюров и так далее, да. Так, ну надо... Нет. Вот что я забыла вчера себе купить. Морскую соль. Морскую соль. Хотела купить и забыла. Ну ладно, ничего. Может, в среду в магазин попаду в какой-нибудь, в тот же Фикс Прайс или еще куда-то и куплю. Морскую соль для ванночек рук и ног я использую, потому что самой мне в ванной лежать нельзя, да и ванной у меня нету. Вот, только летний душ пока на улице и мечта о душе в доме, который все никак не продолжается, строительство все никак. К нам наш товарищ, который обещался сделать, не приедет на прошлой неделе, должен был приехать во вторник. И я говорю, что я потеряла эти записи, какой мне сколько надо купить э, этого гипсокартона влагостойкого, и какой толщины. И я потеряла по размерам, как бы я вообще в этом не разбираюсь, как там что померить надо. Вот. Дима, он просто не хочет этим разбираться. Он на работе помоется, ему голова не болит о том, как там моется Люда дома. Хай как хочет Люда, так и моется. Вот. Поэтому, ну, у меня немножко такое вот упадническое настроение из-за того, что у нас год прошел, работы никакие абсолютно не прошли. Никакие работы у нас по поводу строительства душевой не прошли. Комната с ободранными обоями тоже стоит. Ой, в общем, ну, как-то так. Как-то ремонт — это состояние души, мне Ирина писала. Это какое-то, ну, такое, да, какое-то у меня состояние души, которую надо ремонтировать в некоторой степени. В некоторой степени. Хотя, конечно, я такой человек, что я стараюсь не отчаиваться. Я всегда говорю, что жить будем плохо, но недолго. Вот. Ну, то есть плохо недолго, а потом будем жить хорошо. Ой, 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 ой. В общем, как я чуть не попала в просак. Ну, опять ролик будет длинноватый, но вы уже услышали, что, в общем-то, результата пока как бы нет сам. Результат только будет в следующем ролике. Я скажу, что там будет написано, да. Ну, в принципе, от того, что я бы вчера привезла результаты, не знала бы, как доехать домой, или от того, что его заберут завтра, мне все равно, пока я не попаду на прием к врачу, дальнейшая моя судьба будет, ну, она будет известна только приблизительно, но не, как бы не это куда. Будут там меня дальше направлять куда-то или не будут. Ну, очень хочется надеяться, что направлений мне никаких уже больше не надо будет. И что, как бы, ну, просто еще, если что, какое-то дополнительное лечение, и этим обойдемся. Потому что никаких операций я, конечно же, очень, очень, очень сильно не хочу. Не хочу никаких операций на коленке. Это, ну, как бы, для меня это вообще, это что-то. Потому что это, скорее всего, спинальный наркоз. Я спинального наркоза боюсь очень-очень сильно. Ну, это вообще, вот, как-то так. Поэтому как-то так.
Итак, в общем, ну, я с утра приехала, у меня еще есть время. Я пошла в Фикс Прайс, сделала кое-какие покупки для себя любимой. Вот, потому что я для себя любимой уже очень-очень давно никаких покупок не делала в плане косметики. В общем, я себе купила масочки. Маски я, если покупаю, то так, чтобы мне их хватило надолго, чтобы потом мне уже, ну, пару месяцев уже на них как бы не тратиться. Поэтому я за раз купила себе масочки. Фикс прайс. Я зашла, увидела, что там есть. Такие вот. Так, витамин С, гиалуроновая кислота, тканевая маска для сияния кожи. Вот. Потом, ну, деликатный гель купила, 2 зубные пасты, скраб для тела купила. Там был еще кофейный. Но я вот кофейный что-то я не открыла, не понюхала. Может, он бы мне тоже понравился. А я почитала сахарный скраб для тела, карамельное яблоко и ваниль. Как он пахнет. Ой, это просто вообще. Это просто вообще прям как конфетка. Прямо как конфетка. Я скрабом, ну, иногда пользуюсь. У меня в летнем душе стоял, но у меня там шоколад и клубника был скраб для тела, но он закончился. Очень долго у меня расходится скраб. То есть, ну, не каждый прием душа, вот, но очень долго. Потом остались только коробочки. Коробочки, в общем, это вчера. Знаете, что я увидела? Я никогда не пользовалась. Твердые духи. Твердые духи. Мне так стало интересно. В общем, купила голубенькие. Тут букет жасмин, тубероза и что-то еще. Ой, ой-ой-ой, тут упала эта штучка. Тут букет жасмин, тубероза и бергамот. Вот эти вот голубенькие. Но они такие более такой свежий. Более свежий аромат. Более свежий. А вот эти, ну, они такие интересные, что, да, и главное, бросил с собой где-то чуть-чуть, чтобы тебе пахло, там, под носом помазал, чтобы тебе пахло, если какой-то запах где-то неприятный. А это персик. Персик, мускус и жасмин. Вот. В общем, меня они заинтересовали, и я прям 2 штучки себе взяла. Почем они стоят, я уже не помню. Ну, на тот момент для меня было неважно. Мне хотелось себя порадовать. Я себя порадовала. И я себя порадовала. Потом купила себе для ног крем, масло Ши и алантаин увлажняющий. Вот такой вот. Это все в фиксике, в фикс прайсе. И крем для рук вот такой сос питательный, интенсивный, гиалуроновый комплекс. 5 умножить на... Восстанавливает гладкость кожи, возвращает упругость. Вы знаете, вчера я руки намазала, то, ну, мне очень понравился. И я вот один такой тюбик крема, говорю, Артему, говорю, ну, говорю, передай маме, как небольшой знак внимания от меня. Вот, хотя с его мамой мы не знакомы, никак не знакомы. Ну, может быть, она смотрит мои где-то его ролики и видела меня в его роликах, но мы с ней не знакомы ни по телефону, никак. Вот. Ну, в общем, вот так. Так, купила еще скотч такой, чтобы надо было, и 2 зубные пасты, которыми мы обычно чистим зубки. Вот такие вот у меня были покупочки в фикс прайсе для себя любимой, чтобы поддерживать сияние кожи. Вот. И позавчера вечером обнаружила, что у меня уже все маски закончились. Как бы, ну, у меня там еще немножко есть, но надо будет еще в следующий раз патчи для глаз купить. Хотя, конечно, знаете, когда я была, ну, в таком юношеском возрасте, то на свое лицо я накладывала маски из тертого картофеля, из вареной фасоли. Это же мне еще захотелось вот этим заниматься, да, варить фасоль, чтобы потом сделать себе маску. То огуречную маску, то клубничкой лицо протирала. Ну, периодически я и сейчас так тоже могу делать. Вот, но просто вот эти вот маски, они чем хороши, что ее положил на лицо. И некоторые, какие-то из них нужно потом смывать, и какие-то не нужно. Просто остатки вбил в лицо, и не надо потом дополнительно идти к умывальнику. Вот чем они хороши, чем они мне нравятся. И когда на тебя не падают вот нигде вот эти вот крошки от картофеля, там, от морковки, от того, что ты на себя наляпал, на свою мордашку. Вот, в общем-то, вот так. Так, покупки рассказала. Так вот, я вышла с вышла из автобуса, сходила, купила билет назад сразу, на троллейбусы билеты купила.
Я обычно езжу на 101 троллейбусе. Потому что он вот идет туда, а другие туда троллейбусы не идут. Ходят ли туда какие-то автобусы, я не знаю. Я не задавалась целью это выяснять. Я привыкла ездить на троллейбусе и все, и езжу. Вот, и думаю, там вот дальше остановка, я пойду сяду на ту остановку и буду ждать после того, как куплю. В общем, я пришла. А передо мной за несколько ну, минут за 5 примерно троллейбус уехал. Села, сижу. Пришла еще одна женщина, села, сидит, ждет троллейбус. Потом пришел мужчина, еще сидит, ждет троллейбус. А потом приходит еще одна женщина и говорит, троллейбус ждете? Вот понимаете, вот Господь просто послал ее. Послал, потому что, ну, чтобы я доехала вовремя, к своему времени, чтобы я доехала. Потому что если бы не подошла эта женщина, которая спросила: "Вы троллейбус ждете?" А я говорю: "Ну да, ждем". А она говорит: "Какой?" Я говорю: "Ну, вообще какой приедет". И тут рядом женщина, которая села раньше, она говорит: "Так тут сейчас только один троллейбус ходит, 108, другие не ходят". Я аж опешила. Раньше-то 101 мой тоже тут ходил. А чего он сейчас не ходит? Я-то откуда знаю? Я ж-то не брестский житель. Вот. И я говорю: "Как не ходит?" Она говорит: 101 там и еще какой-то, они ходят со Свердлова". Я говорю: "А где это Свердлова?" Говорю: "А туда далеко идти?" Она говорит: "Ну, минут 20 это точно туда топать". Ё-моё. Вот, понятно. Я говорю: "А что же мне делать?" Говорю: "Мне надо в Новомед доехать". Она говорит, что вам тогда надо ехать с пересадкой. Едете на 108 туда-то, там выходите и пересаживаетесь на свой 101. Потому что, говорит, 108 он не доезжает до той остановки, он сворачивает раньше. И получается, что туда, куда мне надо, вот до той остановки, доезжает только 101, а другие туда не доезжают. Они вот, там есть эти перекрестки, и они сворачивают. Ну, в общем, а 108, говорит, он ходит раз в полчаса. Я говорю: "Ну, значит, скоро должен быть", потому что я когда пришла, то уже как бы, ну, один проехал, это видно был тот, и уже как бы, ну, прилично мы сидели как бы на этой остановке. Вот, понимаете? А если бы эта женщина не пришла бы, не спросила бы, какой троллейбус, какой ждете, так я бы и сидела бы, ждала бы целый день тот 101 троллейбус. Я говорю, просто Господь послал, чтобы я доехала как надо, как положено. Вот. Ну и, в общем-то, вот так. И назад мне тоже было ехать с пересадкой. Ну, конечно, с остановки там так приличненько идти до Новомеда. И вот, ну, учитывая то, что я туда шла, я часы не надевала, то есть я все металлические предметы с себя поснимала. Крестик я сняла свой только уже там, в Новомеде в сумочку положила. В общем, и обручалочку я сняла еще накануне. Положила дома, оставила часы в сумочку, просто положила. Вот. И, как бы, а назад уже, когда я шла, то назад я надела часы. То, в общем, пока я добралась до автовокзала, с учетом того, что я шла до остановки, там еще зашла вот как раз возле Алми, был вот этот вот такой стихийный тоже рыночек, как я говорю, да, где люди своей продукцией торгуют, и там продавали мы помидоры, и картошку, всякую такую вот садовую, огородную дребедень. И я там груши у бабушки купила, вот эти вот. И туда-сюда, и пока до остановки, и пока до автовокзала доехала, уже когда я села на автовокзале, я уже посмотрела, что у меня вот только за обратный путь от Новомеда уже 3000 шагов было. Уже было 3000 шагов. Вот. То есть, а еще туда примерно столько же натрепала я. Ну, вы знаете, то колено, конечно, очень, очень, очень меня как бы беспокоило. Я уже так шла, еще идти надо было так, чтобы и успеть, и все. То так вот, особенно в одном месте, особенно в одном месте. И вот опасность, что хоть бы не было каких-то повреждений таких менисков, потому что, ну, вот и хирург тогда сказал, что говорит, если что-то другое, то как-то будем смотреть, что и как, говорит. Но если вдруг повреждение менисков, то тут уже будет сложно. Ну, в общем, будем надеяться, что все-таки как-то обойдется. Все рассказала вам или еще не все? Ну, в общем, вот такие вот приключения, не приключения, но как-то получилось. Все, мои дорогие друзья, я уже пойду себе готовить завтрак, потому что сегодня я проспала. Сегодня я проспала. В общем, в 6 часов будильник зазвенел, Дима с графом пошли гулять. И Дима с графом гуляет. Ну, утром, когда он не выходной, когда он на работу, то он гуляет с ним поменьше. Вот. И потом он идет управляться.
И они пошли гулять, потом управляться, а у меня второй будильник в 6:20, в 6:30 звонит. В выходные дни в 6:30, а в будни в 6:20, 6:25, сегодня же понедельник. Вот, второй будильник звонит в 6:25, а я первый выключила. Я даже не пошла в 6 часов пить свою гормональную таблетку. Думаю, я выпью ее во второй будильник, уже позавтракаю позже Димы. Но я просто не могла встать с кровати, мне так спать хотелось. После этого вчерашнего дня я такая уставшая была, такая усталость. Вот. И, в общем, и все, зазвенел второй будильник, я его выключила, тоже, ну, на часах, потому что привязано к телефону, к этому, часы к телефону привязаны. И на часах срабатывает. И я на часах шлеп выключила, думаю, я еще минуточку полежу. И в результате я спохватилась, когда было уже почти 7 часов. Димы дома нету. Это самое, обед ему не собран, кофе не сварен. Ё-моё! В общем, побежала я. Ну, как я могу бежать со своей ногой? Вот так вот и побежала. В общем, пошлепала. Пошлепала, уже ему сварила кофе с мухами, чай ему быстро в термос заварила, на обед там собрала все. Хорошо, что еще были блины, там были макароны, еще там что-то было, огурцов, помидоров намыла, все положила ему все в это самое. И, пирога положила, и блинов положила, и все, и хлеба, все вроде бы все положила. Вот. И уже он пришел, я говорю: "У тебя сегодня кофе с мухами?" Ну, то есть заваренный в чашке. Я его называю кофе с мухами. Вот. Говорю: "Потому что я проспала". Говорю: "А я уже буду попозже завтракать. У меня уже подходит время завтрака после выпитой таблетки, так что я уже буду завтракать". Вот. Добренько, мои дорогие друзья. На сегодня я уже буду заканчивать, а то опять будет на 50 минут вам видео. Там о чем то еще, о чем просили в комментариях, поговорим уже в следующий раз. Э, что показать, немножко рассказать и по поводу дипломов, и по поводу еще кое-чего. Я постараюсь в следующем ролике, ну или через ролик. Посмотрим, как будет получаться. Потому что, видите, я какая разговорчивая. Как начну с вами беседовать, так и больше, чем на полчаса. А все-таки это же ваше время тоже. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо вам большое за переживание. В общем, ждем результаты и надеемся, что все будет хорошо. И у вас пусть все будет обязательно хорошо. Вот. Все, до новых встреч. Всем пока-пока.